Грозненское море является одним из самых популярных инвестпроектов в республике. Общая площадь комплекса составляет 30 гектаров. Водное пространство объекта будет занимать почти половину территории. Как будет выглядеть все в окончательном варианте, до мельчайших деталей Льву Кузнецову показали на макете. Сейчас здесь идет строительство гостиничного комплекса, ресторанов, а также развлекательного центра «Аква», который предназначен для семейного отдыха. Прекрасным дополнением ко всему станет цветомузыкальный фонтан, высота струи которого будет достигать 40 метров. Это уникальное сооружение, представляющее из себя орнамент в национальном стиле. В ходе войн тут настолько свалки сделали, что вот все разложения, которые шли, она практически была санитарная, не подходила по стандартам для употребления населения. И мы полностью переформатировали, то есть назначение с технической. Сейчас в новом стандарте это вода, после, понятно, через очистку, она может использоваться для питья. Это вот так начато было. Потом Розан Ахматович после второго-третьего визита приехал, видит масштаб работы и говорит: давайте сделаем не так. Давайте делайте вот это. Вот вам поручение, соберите инвесторов, и чтобы это была и зона, и в том числе рекреация. Потому что в Чеченской Республике водоемы, чтобы можно было провести культурный отдых с пляжа, нет. Грозненское море совсем скоро станет объектом социального, промышленного и туристического характера, отметил Абубакар Адильгириев. Кузнецов был приятно удивлен как темпами работ, так и самим строящимся комплексом. Это еще раз повышает и привлекательность города, и его надежность, и потенциал для развития, да, что очень важно. Потому что во многих городах мы сталкиваемся, что дефицит воды, как раз, и все это приводит к тому, что... У нас достаточно много вод, но они все вот такие быстрые, маленькие речки. Я посмотрел, что и федеральное ведомство тоже здесь, да, участвует. Конечно, проекты разрабатываются с Пятигорским институтом. Сейчас еще ничего нет. Это все частные инвестиции. Биологическая очистка, это, конечно, это федеральная субсидия. Также Кузнецов ознакомился и с промышленными объектами республики. Министр по делам Северного Кавказа посетил Гудермесский завод, где трудится до 140 человек. Это один из крупнейших производителей натуральных и газированных напитков в республике, маринадов, молочной и мясной продукции. Министр Лев Кузнецов прошелся по мясокомбинату. Делегация побывала и на складе. Икра кабачковая, икра баклажанная. Там сок был, да? Сок. Да. Сколько вообще видов или номенклатуры продукции у вас? Ну, вы знаете, честно говоря, мы не ограничиваемся. Но в настоящее время где-то 53 наименования. Здесь 53 в этом наименования. Да. То есть вы, основная база, да, костяк ваш, да? Да. Ясно. Ну а сколько стоит, как по цене, вот там, к примеру? Себестоимость какая банки огурца? Ну, огурца где-то 38. Должно быть. Северный Кавказ. Экологически чистая продукция. То есть мы должны прямо сейчас приучать и, с другой стороны, очень трепетно относиться к этому бренду. То есть самая проблема для человека, любого сейчас, что в торговых сетях, в крупных еще люди гарантированы, а мы не знаем, где это выращено. Лидер А – это завод, на котором осуществляется весь цикл производства от сырья до готовой продукции. Сейчас здесь открылся специальный торговый центр, где можно найти 160 наименований товаров. Также строятся два новых корпуса – завод детского питания и цех восточных сладостей. Территория позволяет расширяться. В принципе, то же самое здесь и планируется. Это раз принцип ГЧП получается. Частные инвесторы, да? У нас инвестиционная площадка в республике уже определенная. В каждом районе уже минимум по одной площадке определены, которые, как вы говорите, мы даем инвестору территорию, подводим туда инфраструктуру, и они уже свое производство там размещают. Но это отдельно, это отдельный кластер пищевой, перерабатывающей промышленности. Это как бы давайте, то есть вот сразу начинайте правильно, то есть, да, чтобы то есть ни в коем случае не нарушить и все, потому что это вот ключевая задача. Следующим пунктом назначения стал Аргунский автозавод «Чечен-Авто». Министр промышленности и энергетики Галас Таймасханов рассказал Льву Кузнецову про деятельность предприятия. В месяц АвтоВАЗ выпускает более 200 автомобилей. Министр по делам Северного Кавказа отметил, что необходимо разработать подробный план мероприятия по реализации выпускаемой продукции. Необходимые ресурсы имеются. Главное – найти партнеров для увеличения продаж. Человек же мысль движется, сейчас все же, даже тот же КамАЗ опыт посмотреть, съездить. Они вот позавчера же докладывали, позавчера или вчера председатель правительства, вчера, да? Как раз 35 миллиардов. Они же тоже модернизацию. Надо понять, ребят, если мы делаем, что можно усовершенствовать,
такие вот вещи, чтобы быть более эффективными. В этом Притом с плане Татарстаном мы- у вас же хорошие отношения. В этом плане мы с привязкой с автовазом Не, ну, работаем. я говорю, технологическая их цепочка, но какие-то есть вещи, которые, может быть, знаете, одна голова хорошо, а две лучше. Посетили гости главную достопримечательность Аргуна мечеть имени Аймани Кадыровой. Архитектурная красота сооружения не оставила гостя равнодушным. По окончанию знакомства с городом Лев Кузнецов поблагодарил за представленную возможность посетить главные святыни республики. Ахмед Джабраилов, Алхазур Керимов, Магомед Изидов. Новости.